Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время», в студии Екатерина Андреева и коротко о главном. Сегодня, 28 сентября, в кафе «Астана» были задержаны и оштрафованы 20 человек за нарушение масочного режима. Они безудержно радовались, смеялись, кричали и просто не могли сдержать свои эмоции. В связи с юбилеем Зарины. Подробности в сюжете нашего фотокорреспондента. С любовью встретиться проблема трудная. Планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль сквозь суматоху дней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. В любви еще одна задача сложная. Найдешь, а вдруг она ложная, ложная. Молодая была уже не молода. Природа одарила ее щедро. Тут было все. И арбузные груди, и нос, и мощный затылок. Вообще такая неповторимая. Меня так трудно понять. Легко не понять и невозможно понять. Особенная. Ну как такая милейшая женщина может раздражать кого-то? Я не знаю. Зарина, я очень люблю тебя. Мозги не кассапировай, ты моя любовь. Ты мой персик. Ты мой зайка. Какая ты температорная. Как я полюбил тебя, моя сладкая. Вечная, вечная, ее давно ищу. Вы своей красотой затмили не только женщин, но даже небесное светило, которое, кажется, называется солнце. А жаль, она мне не жена, а я по ней схожу с ума. О Боже, как она нежна, как жаль, она мне не жена. Мои привычки. Есть одна вредная привычка. Хочу выпить. Есть вторая вредная привычка. Могу выпить. Третья вредная привычка. Пью. Она любит выпить. Этим надо воспользоваться. Ну-ка, приложь. Ой, принцесса. Как есть принцесса. Правда? Ага. Принцесса. Ну-ка. Притомилась. Упрела. Терпи.
Нет, не принцесса. А кто же? Королевна. Алло, да, черви выпали, да не на картах настоящие. Кстати, о червях. У тебя аура грязная, тебе чиститься надо. Здравствуйте. Вы знаете, фу, еле к вам попала. Говорят, вы очень хорошо видите, вы ясновидящие. Да. Вы не можете мне погадать? Вы знаете, у моей подружки юбилей. Не знаю, позовут меня или нет. А я уже платье купила, 200 тысяч отдала. А они что-то шушукаются. Погадайте, пожалуйста, посмотрите, позовут они меня или нет. Кофе будешь? А мы на кофе будем гадать? Класс! На, пей. Одной рукой пей, другой плати давай. У меня карта. Прикладывайте. Но бывает иногда. Да плати давай. О, Господи! Я что, в Есентаймол попала? Ну и цены у вас. Дай. Блин, да что вы цыкаете? А что-то в зубах застряло. Кинза. Я тебе так скажу. На юбилей ты пойдешь, гулять, танцевать будешь, веселиться будешь. За депутата влюбишься. А замуж я выйду за депутата. А, мандат вы видите? Мандат я без кофе вижу. Слушай, ты, армянская ты кофеварка. Я тебе что, такую сумму за оскорбляшки плачу, а? Букву М вижу. Это, наверное, Митрофанов. Мех, Майбах. Нет, это метро. Какое к черту метро? Ты мне прошлое рассказываешь. А что меня в будущем ждет? Плати, давай. На, вот, еще на. Вот, скажи, что у меня все будет чики-пуки. Вот, вижу, еще лучше стало. Выйдешь за богатого человека, он и увезет тебя в Черногорию. Да, я этого и хотела. Вижу большой красивый дом. Да, да. С мансардой 2 санузла вижу, 1 бачок сломанный. Нет, это не мой дом. Так же говорить будешь, когда налоговая придет. Долго жить будешь в Черногории. О, Господи, да что-то можно делать в этом Черногории так долго? На пляже кукурузу продавать и ею питаться будешь. Это как раз тот момент, когда тебя разнесет. Будешь символом года, год свиньи. Вообще меня что-нибудь хорошее ждет? Я хоть в Казахстан-то вернусь. Да, вернулась. По морю. На яхте? Нет, в ластах. Господи! Тебе 7 спасут. Кто? Хорваты? Абхазцы? Бобры. О, Господи! Долго жить будешь с бобрами, отрабатывать будешь. Будешь благодарная. Заткнись ты, незнакомая женщина! Я тебе вон сколько бабла отвалила, а ты со мной так... Слушай, дебильная, уходи, дай мне кофе пить без твоего ужасного будущего. Да я без тебя знаю, что меня ждет. Я пойду к Заринке на юбилей, все равно, пошла ты. Самый популярный дуэт современности вывел свою формулу любви. Ой, а что это вы тут делаете, а? Песню для мамы твоей поем. Хочешь послушать? А? Для мамы? Конечно, хочу. А чего ж тут не послушать-то? Mare bella donna, è un bel canzone, sai che ti amo, sempre amo.
Donna bella mare, credere cantare, dammi il momento che mi piaci più. Un momento. Uno sentimento. Uno complimento. Oh Sacramento, Sacramento, Sacramento. Это песня об удивительной женщине, которая родилась в конце сентября на полуострове с 3 сторон окруженном морем, в белокаменном городе Шевченко, а ныне Актау. Зарина с итальянского переводится как «сестра Галины», по совместительству она наша тетя. Сегодня мы поднимаем бокал и пьем за тебя, тетя. Потом снова наливаем и пьем за тебя все вместе. Снова наливаем и на брудершафт. Потом мы целуемся и снова наливаем и пьем все вместе за тебя, тетушка. Я не смогу столько пить. А тебе и не нужно пить. Ты просто пой. Так, девочки, сегодня я вас собрала, чтобы сказать, что нашей Зариночке бенефис. Да ладно, такая молодая уже бенефис, это у нее от нервов. А это лечится? Бенефис – это когда женщина хочет показать себя с разных сторон. Это не бенефис называется, это стриптиз. Ну ты не врубайся, сейчас минуточку. Так, бенефис – это когда женщина показывает все, что она может. Смешит, танцует, поет, делает всякие вещи с одним, другим, третьим. Знаешь, когда женщина делает это с одним, вторым, третьим, четвертым, это не бенефис, это по-другому называется. Девочки, давайте подумаем, что будем дарить. А что тут думать? Мужика хорошего, у меня и телефончик есть. Нет, все-таки юбилей нужно что-то запоминающееся. Я предлагаю хорошую, дорогую книгу в отличном, суперском переплете. Точно, книгу. Как найти богатого мужика? Все об одном. Может быть, украшение? Сережку. Одну, что ли? Почему одну? Одного. У меня на работе есть сережка. Вот такой мужик. Да запарил уже. Давайте не будем мудрить и подарим деньгами. Нет, ну думаю, что надо сделать что-нибудь запоминающееся. Что-нибудь своими руками. Да у нас руки не из того места растут. Может, тогда ртом? В смысле? Дурынды, споем! A few moments later. Ой, девчонки, давно не собирались. Давно. Давайте выпьем за нашу мечту, за Рио-де-Жанейро. Ну, рассказывайте, как у кого дела, какие новости. Ой, начну, наверное, сама. Давай. У меня на районе девчонки с мужиками совсем дефицит. Квасят все, не жалей печенки. Каждый третий совсем импотент. Ну, кого, скажите, выйти замуж? Ну, не за алкаша, конечно. Ну, от кого, спрашивается, будут дети? Хотя, есть в администрации один пьющий. Тукая, что ли, на портрете? Ну, вы, девочки, даете. Ну, а я у своего, недавно в пиджаке 2 помады нашла. Да ты что? И что теперь в результате? Да все нормально. Одна подошла. Ну, зачем? Вот помада. Мужу не понимаю. Реально не понимаешь, что ли? Может, он губы облезла? Ну, может же быть такое, а? Ой, ну ты не такая простая, а? Как-то вышла я темную ночью. Это было в прошлом году. И что случилось? Повстречалась я с правым военным. И влюбилась себе на виду. Ой-ой-ой! В белом свете сияли золотые погоны. Ну, офицер же! А с утра оказалось... Он женатый полковник. Ну, надо же! Кошмар какой! Глазами на прошлой неделе я подсела за столик к нему. Знаете, что он
он мне сказал на ушко? Приветик, проболтали всю ночь до зари. Повезло. Страсть повергла в пучину, а в одном только помню. Девчонки, какой был мужчина! Ой, какой? Блин, не помню! Ну, бывает. Эх, вот живем, девчонки, как стряли-то. Ну вот как рабыня Изаура, честное слово, живем. Да работаем, толку-то нету. Хотя, девчонки, ну если посмотреть вот так вот честно в глаза друг другу, мы ж совсем другие персонажи. Да я как Дженнифер Лопес. Ну тебе виднее, Таня. Ну а я Наполеон. Глаза точно. Ну, девчонки, давайте выпьем. Мы королевы. Ах, какой был мужчина! Ах, какой был мужчина! Ой, ну настоящий, настоящий. Не сказали я старуха, это просто ерунда. Посмотрите на меня, да я старушка хоть куда. Я старушка боевая, не могу дома сидеть. Пусть еще поднимут цены, все равно я буду петь. Раньше девочки форсили, длинные волосы носили, а теперь вон у ребят по пояс волосы висят. Дорогая Зарина, от лица педагогического коллектива Академического университета мы хотим поздравить вас с юбилеем, пожелать больших успехов в жизни, в любви, в работе. У тебя высокая способность веселого, доброго, озорного педагога. Этот стих посвящается тебе. Умер художник во мне, не создав картины. Там же погибла в мучениях сплошных балерина. И пианистку, кем стать бы смогла я сама, я из себя проводила под марш Шопена. Скульптор дал дубы, склеила ласты певица. Фотомодель умудрилась во мне удавиться. Дама-политик загнулась и следом по списку ноги в коньках протянула во мне фигуристка. В ящик актриса сыграла, все планы ломая, а шахматистку в себе придушила сама я. Лишь поэтесса с конкретно поехавшей крышей выжила стерва и пишет, и пишет, и пишет. Нам с тобой не скучно, дорогая Зарина. С днем рождения, с юбилеем! И громко бросит вату, и полка срывающая, исчезнут темноте рта. А поутру, решишь, что весы тебе ворут, и что тебе подтвердят, девчонки нашего двора. От похмельного мужа устанешь и поставишь вопрос перебром. Завязать спить пообещаешь, и под вечер ребенка смеху. И ты пошлешь, он по ветке пойдет, а через день приползет, вину свою осознав. Ты не простишь, жить дальше так вот нельзя.
хороших всегда. На-на-на, на-на-на. Девчонки с нашего двора! А еще девчонки проблема, но сегодня на них косика. Если платьишко уберешь, ничего для себя не найдя. Ты пойдешь на-на-на, на-на-на, и бутики обойдешь. На-на-на, на-на-на, себя в наряды тряхнешь. На-на-на, на-на-на, потратив все на себя. И в кабаке на-на-на, на-на-на, танцуя всех ты затмишь. На-на-на, на-на-на, и будем вместе мы зажигать. На-на-на, на-на-на, девчонки с нашего двора. Что, классно посидели? Да! А бывает, идешь ты с работы, и к подругам решит заглянуть, и бутылочку купишь мартини, посидеть, поболтать по чуть-чуть, и мы пропьем. На-на-на, на-на-на, и кто-то произнесет. На-на-на, на-на-на, А может еще по чуть-чуть. на-на-на, на-на-на. Ну если только чуть-чуть. И в 5 утра. На-на-на, на-на-на, А мы сидим и поем. на-на-на, на-на-на. Ну как поем? Мы орем. На-на-на, Девчонки с нашего двора. Похуй, пляшем. Похуй, пляшем. Похуй, пляшем. Похуй, пляшем.